Печора отметила свой 65-й день рождения. Главным подарком стали 20 миллионов рублей, которые муниципалитету вручил глава Коми. Он отметил, что руководство Печоры вместе с общественностью должно решить, куда лучше направить эти средства, чтобы они принесли максимальный эффект. Подробности юбилея у Татьяны Супряткиной. В свои 65 Печора выглядит свежо. Город встречает свой юбилей в праздничном обличии. К примеру, вот дворец спорта имени Ивана Кулакова полностью реконструировали и отремонтировали. Республиканской казне процедура обошлась в 35 миллионов рублей. Отныне помещений достаточно для каждой секции. К Новому году горожане получили еще один подарок – новый Ледовый дворец. Здесь тоже есть где развернуться. Ледовое поле, хореографические и акробатические залы, зал силовой подготовки и даже медицинский кабинет. Жители уже успели оценить подарок властей. Ежедневно помещения переполнены посетителями. Вячеслав Гайзер увиденным остался доволен. Глава подчеркнул, что местные власти сработали ответственно и довели эти важные для города объекты до конца. Однако на этом позитивные эмоции закончились. Хоть и встретил город гостей чистым и ухоженным, как выяснилось позже, все это явление временное. В социальных сетях жители выложили гневные высказывания по поводу мусора в городе. Мол, от бытовых отходов вычищаются лишь дома по центральным улицам. Обитатели же периферии вполне резонно интересуются, обратил ли внимание на это губернатор. Как видно, некоторые контейнерные площадки разрослись до уровня свалок. Помогает распространению мусора безнадзорные животные, которые ищут на помойках пищу. Жаловались на это, да, печорцы. Это один из вопросов был, который мы сегодня разбирали с Виктором Александровичем. Что, собственно, мешало тем компаниям, которые отвечают за уборки контейнерных площадок, выполнить свою работу добросовестно и, в общем-то, в соответствии с теми деньгами, которые они получают. И, в общем-то, объяснение по поводу того, что недостаточно техники, она не подготовлена и так далее, я считаю, это абсолютно не объективное, скажем так, объяснение. Впрочем, в целом ЖКХ муниципалитета прошло проверку на прочность. Половину теплой и части зимы котельные районы отработали без сбоев. На очереди испытания крещенскими морозами. Сейчас Печоре за 30. На особом контроле, как всегда, поселки Чикшина, Березовка, Косью, жилфонд допотопный. По заявке тепловой компании они нам написали необходимые замены, которые надо произвести. В частности, мы заменили 14 котлов по разным, в том числе 2 котла и на Березовке. Они просили, мы им 2 дали. Вячеслав Гайзер поднял на встрече еще одну проблему. Жители поселка Березовка не раз жаловались губернатору на то, что школьников некому возить. Автобус есть, водителя нет. Была просто, как уже неоднократная жалоба с той же Березовки по поводу школьного автобуса. Вопрос решен по школьному автобусу. Водитель нашелся. Да. Ну, как сказать, я тут боюсь сглазить. Но договоренность есть. Там бывший, он не бывший, он сейчас в отпуске находится, участковый уполномоченный. Значит, он уходит на пенсию в марте месяце. Здесь я договорился с начальником нашей полиции. То есть он ему дал согласие на время отпуска, чтобы он временно подрабатывал у нас в качестве водителя. В марте месяце по нашей договоренности он уходит на пенсию и идет непосредственно работать туда. В завершении встречи Гайзер еще раз напомнил Николаеву про его ответственность. Твердо подчеркнул, что за все происходящее в муниципалитете полностью отвечают руководители. Все проблемы надо решать на месте и своевременно. Прислушиваются ли местные власти к рекомендациям, глава еще раз убедится уже в ближайшее время. У него запланирована отдельная рабочая поездка в Печору. Татьяна Супряткина, Николай Богданов, телеканал Юрган, Печора.